Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой: какой вас видят мужчины в целом, да? Мужчины как вид, и какой вас видит именно ваш мужчина, ваш любимый мужчина. Если любимого мужчины нет, ну тогда загадывайте на мужчин в целом. И давайте посмотрим. Загадывайте на себя и давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, смотрите, Кантор вышел, Лилия вышла. Так, ну давайте начнем с мужчин в целом. Во-первых, вы уникальны. Какая-то уникальная красота, уникальные черты лица, особенности фигуры. Есть у вас то, что считается, ну, прям штучным, да, раритетным, штучным. Вот не у всех женщин это есть. Понятно, что вы все разные, и каждая по-своему, скажем так, богата, да, природой наделена. Да. Вот. Мужчины, которые вас окружают, искренне вами восхищаются. Я не буду говорить про пикантные подробности, да, какие физиологические ощущения вы вызываете у мужиков, которые вас знают, либо просто, знаете, вот как имеют возможность с вами поконтактировать. Я думаю, девочки взрослые догадались, о чем я говорю. Но это сплошь и рядом. Мужики в вашем присутствии, особенно если прям рядышком вы находитесь, ну, прям жарко им становится, прям потом начинают обливаться и вот хамылю-хамылю куда-нибудь забежать, потому что рядом с вами находиться, выдерживать вот эти ваши все флюиды, вашу эту безумную сексуальную энергию, это невозможно. Вы в себе, кстати, этого не ощущаете, абсолютно не ощущаете, но ваша энергетика, она сводит мужчин с ума, поверьте, сводит с ума. Если вы думаете, что мужчины избегают контактов с вами, да, ну вот вы подходите к мужику, начинаете с ним общаться, а он такой раз-раз и Васькой звали, то это наоборот, вы подавляете этого мужика, вы влияете на него таким образом, что он начинает терять контроль. Понимаете, мозг начинает отказывать. И чтобы он на вас не накинулся, конечно же, он убегает. Да, потому что все-таки накинуться на женщину, это называется изнасилование, да, домогательство, харассмент, и никто не хочет таких проблем. Вот, поэтому не думайте плохое. Разгадка была очень простой. Вы просто невероятно сексуальная женщина. И неважно, в каком вы возрасте. Ваша сексуальность, она была, она есть и она будет. Она никуда не денется. Только лишь с годами она начнет увеличиваться, концентрироваться. И мужиков прям будет за несколько метров бить, понимаете? Он идет на расстоянии несколько метров, все, вот, летает эта энергетика, и он все прям падает, бедненький плывет. Что делать, непонятно. Вот, девочки, вы обладательница сильнейшего оружия против мужиков. Если бы вы ставили себе целью, ну, допустим, да, завести там, не знаю, любовника, нескольких любовников, там, выйти замуж, там, гарем себе создать, поверьте, у вас бы это получилось. И я без сарказма говорю, на серьезе говорю, вот есть у вас эта особенность. У кого-то прям проснулась, вы прям в самом соку. У кого-то еще, знаете, туда-сюда колеблется. Но мужиков вы бьете наповал, поверьте, вы их бьете. Так. Следующий момент. Что думают о вас? Думают о том, что вы слишком переборчивая во связях. То есть ну, вы как запретный плод. Вот, запретный плод. Не каждому вы
по рангу, скажем так, да. Чтобы быть с вами, нужно быть каким-нибудь там миллиардером, мультимиллиардером, ну и туда повыше, да, принцем, королем, там, императором, президентом, желательно страны. Да, вот так о вас и думают. Шикарная. Вы просто невероятно шикарная. Многие девочки, вот я вижу, за собой особо не ухаживают. А зря. Девочки, зря. Ой, как зря. Вы как будто бы на себе даже какой-то крестик поставили. Может быть, отношения были не очень легкие, жизнь может быть не очень легкая. Вот. Ну, как смирились, да, думаете, да что там уже мне, Господи, лишь бы дети здоровые были, да. Зря вы это все делаете. Вот для такой женщины, как вы, я, конечно, обобщаю, но я хочу, чтобы вот конкретно каждая моя зрительница меня услышала. Никакой проблемы создать отношения, создать семью нет. Вся проблема у вас в голове. Понятно, что есть разные обстоятельства, понятно, что есть и психологические барьеры, и у кого-то, кстати, влияние есть. Сейчас я вам об этом расскажу, думаю, что вы в шоке будете. Но проблем я у вас с этим не вижу. Не вижу. То есть энергетически вы мужиков как семечки щелкаете, как орешки, понимаете? Есть у вас такая способность, есть у вас такая сила. По поводу влияния, негативных влияний на вашу жизнь. А вы знаете, что вас привораживали? Есть мужчина, который вас привораживал. И цель приворота была такая: либо со мной, либо ни с кем. То есть вас закрывали ото всех на свете, как говорится, и привязывали к конкретному мужику. Кто страдает по какому-то бывшему, до сих пор страдает, до сих пор он вам снится, до сих пор вы думаете, может, вернется. Вот вы под приворотом. Да, приворот был неполный, либо неправильно сделанный, но тем не менее, вот влияние есть. У вас мозг затуманенный. Он живет воспоминаниями о том бывшем. Да? То есть он к себе, к своему образу вас привязал, но дальше дело не пошло. Вот. Ума хватило с ним не остаться, потому что человек он был глубоко непорядочный, счастливой бы вы с ним точно не были. Вот. Но вот блок этот стоит, то есть его образ он блокирует. Приворот на вас сделали. Здесь нужно чисточки проходить, здесь нужно полечиться, как говорится, да. Был приворот, надо сделать отворот. Вот. Мужика не можете забыть смириться, так делайте на себя остуду. Поверьте, вам и легче будет, и проще, и на других мужчин будете смотреть, и будете замечать, что мужчины вами очень активно интересуются, да, слюни на вас пускают и облизываются, когда вы проходите. Оно так и есть. Да, не думайте, что вы прям сексуальный объект, и что мужики только с этой целью вами интересуются. Просто физиология, она всегда на шаг впереди любви. Ну, вот так мы устроены люди, да. Сначала у нас вот эта вот кровь бурлит, да, а потом уже сердце подключается. Вот. Есть люди, по крайней мере, я вижу двух мужчин, которые по-настоящему искренне вас любят, в сегодняшнем дне любят, понимаете? Не в целом по жизни, там, не в будущем, а вот именно здесь и сейчас, сегодня любят. Один мужчина женатый, здесь 100% женатый. Вот, любовь как запретная, невозможная, он как мается, мучается. Смотрите, как постоянно мысли свои к вам посылает. Ну, любит, девочки, любит по-настоящему. Понимает, что никакого будущего нет, понимает, что никакого права открыться он не имеет. Вот, он втихую себе любит. Вот. А второй человек где-то очень далеко от вас находится. Очень далеко. Прям далеко-далеко-далеко. Вот. Этот человек, он образ ваш любит. Либо вы когда-то вместе были, там, встречались, может быть, там, познакомились, он вас вот как запомнил, так он вас полюбил, так он вас и любит. Вы для него как муза, понимаете? Вдохновление, как образ, я не знаю, Мадонны, да? Вот так он к вам относится. А у кого-то отыграется, что с этим мужчиной вы, ну, там, контактировали в интернете. И он только лишь вашу там аватарку и видел, да, фотографию вашу видел, все. Влюбился в фотографию, сам себе там про вас все придумал и любит ваш вот этот образ. Так что любят и любят по-настоящему. Так, еще очень важный момент. Здесь мужчины очень часто, как говорится, зубы об вас обламывают.
Ведь вы по умственным способностям любому мужику фору дадите. И я сейчас имею в виду действительно ум, логику, мышление, критическое мышление, стратегия, планирование. Ну, понимаете, да? Мужики, когда с вами разговаривают, ну, во-первых, извините, там пися начинает дергаться, а с другой стороны волосы дыбом начинают вставать, да, шевелиться на голове. Потому что мужики не ожидают от женщин вот таких ярких, свежих мыслей, таких вот неординарных решений, такой железной логики, такой практичности. Вот, ну прям действительно зубы об вас ломают. Прям кто послабее, тот начинает завидовать. Я говорю, как же так, почему женщина такая умная, как это может быть? Господи, там никогда бы не подумал. А другие начинают вами восхищаться и вас очень уважать, да, что вот такая умная женщина, и прям даже сокрушаться, что да, в этом мире правят все-таки мужчины, и умным женщинам нелегко пробить себе дорогу. Вот, да, есть такое. Кстати, возможно, вы об этом уже слышали не только от меня, может быть, вам мужчины об этом говорили. Вы подумали, что лукавит, комплименты вам дает, а это была правда, чистой воды была правда. Так и есть. Есть мужчины, которые откровенно вас боятся вашего ума, боятся то, что вы конкуренцию им составите, да, боятся, завидуют. Это есть, это было. Ну, такой вот человек. Себя вы, кстати, не цените в этом плане. Всегда преуменьшаете свою значимость. А люди что видят, все знают. Это невозможно скрыть. В целом, здесь, смотрите, желание, восхищение и вот какое-то прям, знаете, обожание, я бы даже сказала, да, обожание в плане, вы для мужчин такая вот желанная мечта вот как звездочка далекая, да, все мы смотрим на звезды, всем нам звезды нравятся, они очень красивые, но они очень далекие и холодные. Ну вот считайте, что вы звезда. Звезда, прекрасная звезда. Так, что касается вашего мужчины, у кого мужчина есть. Как он вас видит, как он вас воспринимает. Ну, во-первых, вы для него роднулечка. У него на вас глаз уже немножко замылился. То есть своя, родная, теплая, нежная, ласковая. Вот мужчина часто сравнивает вас, например, со своей мамой. Потому что вы для него в первую очередь, да, не объект сексуального желания, а все-таки семья. Семья, вы его женщина, с вами в ваших руках даже, да, не с вами в ваших руках, он может расслабиться, он может довериться. И знаете, он с вами вместе, он всегда как дома. Такое ощущение. Вот когда ребенок маленький, да, именно в маминых объятиях, он чувствует себя самый счастливый. И вот и ваш мужчина, когда он рядом с вами, он чувствует себя самым счастливым, вот спокойным, счастливым, умиротворенным. Да, возможно, он об этом вам не часто говорит, возможно, не всегда это показывает, но с этим он живет, и этому он очень счастлив. Следующий момент. Видит вас очень независимой, самостоятельной и самодостаточной. С одной стороны, нравится, да, потому что вы его по мелочам, там, по пустякам не дергаете. А с другой стороны, страшно. Страшно, что он станет вам ненужным. Ненужным, и вы его просто попросите в один прекрасный день. Так и скажете: ты чемодан без ручки, я вот все сама могу сделать, а ты давай иди. Иди куда хочешь. Я в тебе не нуждаюсь. Девочки, тут надо поработать. Ну, понятно, что не мне вас учить, но обыграйте эту ситуацию, как-то его привлекать, что ли, почаще, да. Ну, пусть не действием, пусть хотя бы вот разговором, да. Ставьте его в известность, если это возможно, либо вы считаете это нужным. Вот. Почаще пусть участвует в жизни, либо в каких-то ваших вопросах, ваших ситуациях, может быть, даже в семейных ситуациях. Это надо, это должно быть в вашей жизни. Так, еще. Ну, вы слишком общительная, вот в плане там подруг, коллег, родственников, очень переживательная, очень сердечная. Вы очень часто какую-то жертвенную позицию занимаете. Вы готовы ради
других людей, да, ради других интересов, чужих интересов, вы готовы пожертвовать своими интересами, своими возможностями. С одной стороны, мужчине это нравится, потому что он понимает, вдруг что, вы же и с ним так поступите. А с другой стороны, все-таки он более жадный на действия, жадный на эмоции. И его это в какой-то степени раздражает. Раздражает ваша безотказность для других людей. Не, ну если в сторону его, то он согласен принимать, брать, да, только давай. А вот если это касается ваших родственников, либо ваших знакомых, тут у него жаба просыпается, он начинает квакать, да, может вас там критиковать, там, высказывать вам. Но это скорее его какие-то комплексы, да, сам с собой договориться не может и в вашу сторону, значит, закидывает такие камни. Так. Знаете, у него есть мечта. Прекрасная, на мой взгляд, мечта. И вот он ее прям очень ярко здесь показал. Его мечта — прожить с вами всю жизнь, состариться и, как говорится, вместе пойти в закат. Да, не хочу употреблять другое слово, но вот это его мечта. То есть всю жизнь рука об руку прожить, пройти с вами. Ну, разве это не любовь? Это и есть любовь, настоящая любовь. Мои хорошие, мужчина, у кого есть, знаете, что любит? Пусть и противный, пусть и иногда бесит, но любит. Любит, как умеет, как может. Любит по-настоящему. Вот так, мои милые. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.